У меня две задачи. Первая – это выжить, с учетом того, что достаточно сильно я навредил своему организму, и последние 3-4 года, значит, у меня огромное количество времени уходит на то, чтобы поправить свое здоровье. Бывают времена, когда я вынужден, так сказать, очень часто вызывать скорую помощь. Организм перестраивается на мирные рельсы, перестраивается бурно. Вот. Выжить мне надо по одной простой причине. Мне надо поставить на ноги сына, которому 5 лет. Будет скоро, поэтому мне как минимум 15 лет. Надо быть хотя бы в здравом уме. Госсовет. Государственный совет. Да, а не официальная негосударственная служба. Я возглавлял предприятие, которое создано было, по сути дела, под меня. Транспортная компания, Коми-транспортная компания. Задачей этой компании, которую мне обрисовал господин товарищ Гайзер, значит, заняться в первую очередь железнодорожными проблемами транспорта. Но я там загорелся проблемой соединения Сыктывкара, Эжева с Сыктывкаром при помощи железнодорожного транспорта. Сейчас появились очень интересные электрички, которые не на электричестве, чего у нас нет, а на тепловозы, по сути дела. И увидел я в этом деле, значит, союзником стал мне сам Гайзер. Все уже, даже была сделана заявка в бюджет на покупку, значит, локомотивов. Ну, я так понимаю, транспортное лобби, которое бы потеряло огромное количество доходов, значит, победило, и мы, в принципе, расстались. Последнее запоминается больше всего, естественно, что работа в городе, значит, в качестве мэра далась мне тяжело, потому что, наверное, уже, так сказать, чувствовалась ответственность, и там приходилось работать, ну, там, будем так говорить, с 8 до 8 я занимался с гражданами, а потом с 8 вечера до 11 я подписывал бумаги. Я в день подписывал по 1000 листов бумаг. Поэтому это было очень тяжело, но было очень интересно и полезно. Да, значит, точку ставил я, да, последнее слово было мое. Но я никогда не вмешивался в работу, значит, ни одного из своих замов, пока там не возникало конфликта. Я, по всей вероятности, во всяком случае, я считаю, что единственный руководитель города, ну, после меня, который, по сути дела, в 2 раза увеличил торговые площади в Сыктывкаре, то есть, так, кто не знает, город мастеров, Рублик, Аврора, Звездный, еще там пару магазинов. Это все сделано, значит, с моего разрешения, и я открывал эти все торговые точки. Вот могу сказать, что ни в одной торговой точке, ни одного квадратного метра жилья, которое мы строили, значит, больше всех в республике, нет, значит, не куплено или не приобретено мной с дисконтом. У меня нет, значит, собственности в этих торговых площадях и вообще в торговых площадях. После моего ухода было возбуждено 17 уголовных дел. Подтверждение, ну, по кляузам, там, по инициативе, значит, следственных органов. Ничего не подтвердилось, только одно уголовное дело о клевете на главу республики, которое, по сути дела, клеветой, наверное, не было, но, тем не менее, суд принял такое решение, я его не оспаривал. Я в эфире «Дистанции» сказал, что атакой на мэрию руководит лично глава, значит, с помощью бандитов. Не смогли доказать, что с помощью бандитов. Вот. Как только Павел Орда стал руководителем, первым и, по сути дела, руководителем республики, значит, тогда уже как бы Рубикон был перейден, и мы как бы с ним не нашли контакт. Тщательно
меня оттерли, так сказать, от Турлопова, внедрили ему мысль, что я хочу быть главой, или, в этом случае, поддерживаю, так сказать, будущих претендентов. У нас было несколько разговоров, он мне не поверил. Вот. Была дана отмашка, и когда я в 2005 году уехал в отпуск, Новый год, значит, мне сообщили, что он собрал депутатов города и предложил им от меня избавиться. Я приехал, значит, депутаты снова успокоились, сказали, что они меня поддерживают. Депутатов отдельно обрабатывали 2 человека, которые, по сути дела, было доказано, что никакого собрания не было. Просто каждого депутата объезжали, говорили, ставь подпись, значит, что ты против Катунина голосуешь, якобы на каком-то совете города. Совет города был собран, как бы, по их версии в торгово-промышленной палате. Потом было доказано, что там люди уже были в самолетах, в командировках, там еще масса было всяких несуразиц, и следствие это видело, значит, и первое мнение следователя было, что депутатов надо посадить за то, что они врут. Ну, потом он резко переменил, так сказать, свое мнение и решил, что я все-таки клеветник. Но это уже другая проблема. Но вот первое, кто меня, грубо говоря, подписал эти бумаги, это были депутаты здравоохранения, которые обещали мне, так сказать, благодарить за то, что я сделал для здравоохранения в свое время. Ну, рядом с ними, наверное, дружно бежали, значит, это жилищно-коммунальное хозяйство. У меня есть несколько человек, которых я просто не замечаю, не хочу их видеть. Я умею не замечать людей. Это выработалось, там сказать. Ну, есть, там сказать, ряд депутатов, которым я руки не подаю и, в общем-то, прохожу мимо, как мимо дерева. Но, как бы вам сказать, понимаете, я в таком сейчас положении, в таком возрасте и столько пережил, что я понимаю всех людей. Я понимаю, что многие люди, это, грубо говоря, куча, значит, дерьма, в котором есть огромное количество, значит, всяких приличных вещей, там, золота, алмазов. И когда я начинаю думать о человеке, сколько он сделал для меня, так сказать, сколько он на мне заработал, придя ко мне, в мою команду, потом кину в эту команду, значит, я думаю о том, что он сделал хорошего. И получается, что где-то были эпизоды, ведь человек предатель не потому, что он предал, ну, он слабый, он там, так сказать, не смог там, либо славить деньгам, там какие-то, значит, промашки, за которые можно его наказать, или карьерный, так сказать, рост. Это все понятно. Главное, чтобы человек пришел и сказал. Вот Миша Брагин пришел, мне сказал, что Сергей Михайлович, это было в декабре месяце, все, я не могу сопротивляться. Ну и потом нам было уже, мы собирались тогда, помню, всей командой, было понятно, что президент сделал выбор. Если вы помните, там ситуация была такая, значит, была большая вероятность, что Турлопова на 2-й срок не поставят. Поэтому вот мы держались. Но когда президент сделал выбор и еще на срок поставили главу того же, бодаться с президентом, значит, у нас задачи такой не было. Да и с Турлоповым у нас задачи не было. Нам хотелось, чтобы, если есть желание поменять, ну, поменяйте, как это положено. Я и даже как бы имел разговор с Владимиром Александровичем и говорил, что если ты хочешь видеть Рому, он же сырой совсем, он ничего не знает, пусть он у меня поработает замом. Я полгода. Нет, ты его за это время сожрешь. Ну, я не знаю, значит, в принципе, может быть, я похож на каннибала, но я людей не ем. И, в принципе, люблю учить и помогать советами. И вот была выбрана такая ситуация, когда нужно было брать нахрапом, ломать. Ну, не получилось. Поэтому я думаю, что... И все люди, кто тогда меня, те же работники здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, было понятно, что они... Кто-то боится. Но есть люди, которым я, ну, грубо говоря, руки никогда не подам. Я думаю, что элементарно, значит, отсутствие воли, в данном случае правоохранительных органов. Значит, есть четкое, значит, описание этих работ. Значит, любой подрядчик, кто сдал эти работы, обязан в течение определенного времени, там, от 3 до 5 лет,
значит, отвечать за качество дорог. Потому что дорожное строительство, оно имеет, так сказать, свойство показывать недостатки не сразу, а через год, надо зиму прозимовать. Поэтому это все учтено. Поэтому, если, предположим, принципиальность администрации города, правоохранительного органа, в данном случае прокуратуры, была бы на должном уровне, то все дороги не надо было денег тратить. В течение 5 лет все должно было быть за счет того предприятия, подрядчика, который бюджетные деньги на эту дорогу израсходовал. Если что-то поменялось в законодательстве, я беру свои слова обратно. Раньше было так. Я помню звонок в мэрию, когда я, помните, у меня был 8 утра, мне каждое утро звонили. И был один звонок мэру, мне задавали вопрос. Мне звонила какая-то девушка, задавала какой-то вопрос. И говорю, ну приходите. И она мне сказала фразу, которая меня просто в великий восторг. Она сказала, а как вас найти? Я говорю, вы что, не сыктывкарка? Она говорит, да я коренная. Вам сколько лет? 20. 5 ей там, что ли, было? Я говорю, девушка, до 25 лет вы не знаете. Значит, либо я работаю великолепно, и моя команда, либо вам ничего не нужно. Вот если бы все горожане, значит, не знали, где администрация города, это была бы высшая похвала городу, администрации. Так же, как, кстати говоря, и республики. Почему у нас президент, значит, по 5 часов вынужден разбираться, значит, в вопросах, которые на уровне, значит, главы муниципалитета там, Пыёлжинского сельсовета? Непонятно. Это не дело президента. Его дело, он, грубо говоря, ну, как у меня бабушка говорила, лишь бы не было войны, да? Вот это главная задача. Мы не воевали ни с кем и не бедствовали. Недостатки видят все. Понимаете? А есть еще люди, которые об этих недостатках говорят. Это в некоторых моментах это смелость, гражданское мужество. Но тех, кто имеет гражданское мужество говорить о недостатках, никогда нельзя путать с теми людьми, кто может эти недостатки искоренить. Ну, грубо говоря, есть недостаток на лице у женщины, да? Вы его видите. Если это ваша любимая жена или теща, если вы ей сказали, вы имели мужество. Ну, тогда следующий шаг. Она говорит, ты его можешь исправить? Нет. Тогда найди деньги, найми хирурга. Если тебе это не нравится, я хочу тебе это сказать. То есть ты идешь к специалисту. Поэтому путать эти все вещи нельзя. Если все говорят, что господин Навальный должен быть президентом, и это самая страшная вещь. Потому что человек, который, вот тот же Коля Моисеев, он видит недостатки, это достоинство большое. Он может о них говорить, особенно когда разозлится. Говорит красиво и хорошо, и умно. Но во власть таких людей ставить нельзя. Потому что он будет продолжать их видеть. Количество недостатков, чем выше кресло, тем больше этих недостатков видишь. А кто исправлять будет? И ты будешь заниматься только тем, что будешь эти недостатки все время выявлять. А народу это уже, знаете, вот так. Народ хочет, чтобы этих недостатки уже начали искоренять. Асфальт там. Значит, я не хочу говорить о тех, какие сегодня чиновники там, да, лучше меня, хуже меня. Конечно, все лучше. Потому что он сегодня работает. Значит, он лучше. Он сегодня нужен времени. Он нужен людям. Какой-то команде нужен. Я в свой период был нужен. Но вопрос в другом. Значит, но если сегодня нету людей, которые говорят о недостатках, это плохо. Если нет людей, которые эти недостатки могут исправлять, или хотя бы, вот эти, это еще хуже. Но путать эти две команды, людей, кто недостатки выявляет и кто недостатки искореняет, нельзя. Это, вот я уверен, это две несовместимые работы, функции две несовместимые, их нельзя совместить. Понимаете? Поэтому ваша задача, вот я бы хотел, чтобы вы эти недостатки выявляли. И чтобы власть на эти реагировала. Хотя бы так, как вот это в Москве, если вы помните. Там сказали, что дорога не чистится. Они сделали через компьютер эту дорогу и показали чистой. Просто компьютерную фотографию. Это был случай. Есть такая-то реакция. Правда, последовала следующая реакция этих умельцев, с работы сняли, но вопрос другой. Что... Вот я всегда говорил, что, значит, должны быть оппоненты, оппозиции. Потому что близкие люди, любимые, тебе пожалеют, не скажут.
подчиненные побояться не скажут, а враги будут говорить постоянно. Вопрос другой, выяснить, где это, значит, ну, грубо говоря, клевета, неправда, где преувеличено, и обязательно ориентироваться на эту критику. Поэтому врагов надо иметь. Ну, не отъявленных там с ножами и битами, а без врагов очень тяжело, потому что начинаешь бронзоветь, начинаешь думать, что ты великий. Безупречный мэр Шпектор. При нем Воркута получала все полной ложкой еще больше. Игоря Леонидовича ненавидели все мэры других. И это я на своем опыте убедился. Когда я стал мэром Сыктывкара, я стал старостой. И когда мы собрались, я, так сказать, накрыл стол, пригласил, и все сказали: будет Шпектор, мы не придем. Ну, половина. Потому что Игорь Леонидович весь бюджет высасывал на себя. Он не платил за жилищно-коммунальное хозяйство, все долги покрывал со счета. Он накапливал в течение года миллиард, а потом слал перед новым сезоном, слал телеграмму главе республики и президенту: Воркута замерзает, шахтеры мерзнут. И все. Ларчик открывался. Мы все вынуждены были эти деньги искать и урезать. То есть, заплатив долги за население, которое не хотело платить, или предприятия, которые не могли платить, значит, РАО АЭС, там, Поминэнерго в данном случае, мы ущемляли на эту сумму, значит, возможности потратить их там на детские сады, школы, библиотеки, дороги те же самые, ремонт дворов и школ. Цена будет расти до тех пор, пока количество людей, желающих и могущих, если можно так сказать, взять квартиру, будет. Я думаю, что сегодня в Сыктывкаре цена завышена в 2 раза. Вопрос, можно ли сделать ее дешевле? Были такие попытки. Рома это пытался сделать за счет бюджета в том числе. Вот у меня был разговор с Валерой Веселовым в аэропорту. Он такой мрачный, но достаточно интересный человек. Он мне говорит: Сергей Михайлович, я уже не был мэром, мы научим строить, мы сейчас построим жилье, там будет стоить 25 тысяч. Ну, там цена была 40. И всем будет понятно. Я ему сказал одну простую вещь: Валера, построй. Я найду денег, выкуплю у тебя все эти квартиры за 25 и толкну их за 40. Ты что, говорю, дурак, если за 40 их? Вот он тогда очень сильно почесал свой затылок, и, я думаю, понял элементарную экономическую мысль. Можно, конечно, в качестве примера сделать, но сразу появится вторичный рынок и будет огромно. И вот как только мы пытаемся с помощью бюджета или чего-то ослабить эту цену, появляются люди, которые не только могут это придумать, как я, а делают и имеют деньги, они скупают дешевое жилье и продают его по той цене, зарабатывая деньги уже за счет, значит, сэкономленных денег. Потому что другого нет. Понимаете? Вот сейчас вы говорите, там увеличится вдвое. Я не знаю. Если сегодня, предположим, стоящих в очереди, желающих купить, у нас 1000 человек, а с помощью сноса ветхого жилья. Ведь понимаете, что значит снести ветхое жилье? Это значит, люди, которые там прописаны, а у нас в Сыктывкаре рядом с ЦУМом, там, по-моему, было 20 квартир, было прописано 80 человек. Нужно было дать квартир там около 50 в одном доме. Я так понимаю, что вот та, ну, будем говорить, стройплощадка, которую хотят занять, она имеет, в первую очередь, нужно выселить этих людей. Значит, половина этих квартир, которые будут строиться, уйдет для этих людей. Треть, ну, уйдет. Затем нужно посмотреть, сколько сегодня. Если количество людей удовлетворит и будет еще стоящих в очереди, цена не упадет. Если
количество людей хватит и останутся квартиры нераспределенные, цена свалится. Это как с водкой. Сколько ее не поднимай, а потребность у российского народа есть, ее покупают. Что касается статуса города, то я всегда говорил, что пример для меня – это Воркута. Это не только Шпектор это сделал, до него было сделано. Воркутинец, вот я очень много ездил в пионерские лагеря, и там были с Воркуты, это была особая каста. Это у них все было лучше. И люди лучше, и дороги, и все лучше. И потом я обнаружил, что в городе Сыктывкаре огромное количество диаспор. Усть-Цилемская, Ижемская. И вот они все сидят, меня пригласят и начинают рассказывать. Сергей Михайлович, вот у нас в Усть-Цильме лучше, чем у вас в Сыктывкаре. Вот у нас в Ижме. Это позволило мне в свое время сказать с трибуны Инты, когда юбилей еще Шахтин нас пригласил, всем, потому что все начали говорить, там, Воркута город мира, Инта город столица вселенной, там, и пошло, и пошло. Я говорю, хорошо, а мы столица республики, в которой вы же все живете в столицах мира и вселенной, а хотите жить в Сыктывкаре. На что Шпектор сказал, что я жить там не хочу. Я говорю, ну и не надо. Ну, вот живет в Ленинграде. Это понятно. Да? Или в Москве, я не знаю. Я очень его люблю, кстати сказать. Но вопрос в другом. Что я очень хотел, чтобы эти все диаспоры, я им говорил, ребят, ну вы приехали сюда, кончайте ныть, что там воздух чище, там дороги лучше. Вы помогайте. Вы же все бывшие, там, главы городов, районов, там, руководители предприятий. Давайте. Я хотел, чтобы слово «сыктывкарец» для людей, которые слышали это, особенно было пониманием того, что это столица и люди там прекрасные. Поэтому я впервые для Республики Коми потратил немыслимое для того времени количество денег, 2,5 миллиона, на то, чтобы сделать ледяной Новый год, ледяную сказку на площади. И горжусь тем, что даже Игорь Леонидович Шпектор, у которого всегда все было лучше, стоял в течение 40 минут остолбенев и любовался на ту красоту, которую нам сделали приезжие ребята. Повторяю, за 2,5 миллиона рублей. Сейчас, по-моему, это несколько выше. И он все это сделал у себя, ну, я считаю, немножко похуже. Меня пригласил и сказал, посмотри. Я говорю, Игорь Леонидович, ну, конечно, у тебя лучше, чем у меня. Потому что я не мог обидеть человека, которого я очень уважаю. Но вот тогда я впервые, выйдя на площадь, слышал, как по телефону, а мы еще такую же, немножко похуже сделали, ну, попроще, в орбите. Разговаривали кругом и говорили, у нас тут такое чудо. И вот тогда я почувствовал, что я вот принес людям радость. И мне было очень приятно. Я считаю, что вот, понимаете, когда вот мы гонимся там за доходами, там, за то, что тебя люди любили, за то, что ты там, ну, как бы остался в памяти. Вот Юрий Алексеевич был яркая личность. Я его очень уважал. Я не вспоминаю и не хочу ворошить, так сказать, свою память и, так сказать, теми приятными моментами, которые общение с ним меня доставит. Или неприятными. Я его всегда вспоминаю, когда я вижу храм. И что бы ни говорили люди, которым этот храм подарен, слуги Божьи, да, он подарен в конечном итоге не им, а городу и жителям республики. Вот эта красота. И он сохранит. Вот. И там нужно доску прибить, что это только Юрий Алексеевич своей энергией это такое огромное чудо нам сделал. Понимаете? А не ныть о том, что сделано много, это как его содержать. Ну, думайте, там треснуло, тут поплыло. Кто вот нормальным взглядом скажет, что это некрасиво? Сегодня, по сути дела, я еще тогда, вот закон о муниципалитете, который вышел, я тогда собирал своих и говорил, ребята,
Вот от нас сейчас ничего не зависит. Ты включил свет. Частная компания. Свет тебе добывает. Дернул ручку унитаза. Воды нет. Водоканал. Частная компания. По лестнице спустился, значит, а корку апельсиновую, значит, ступеньки сосчитал 5-й точкой, значит. Кто виноват? ТСЖ, который уборщицу туда за твои деньги не поставил. Ты пошел мусор выносить? Некуда. Кто виноват? ТСЖ и тот, кто сегодня, значит, этот мусор вывозит. Где сил? На улицу выехал? Кто убирает? Частная компания, которую нанял город. Город только должен смотреть, как расходуются бюджетные. По сути дела, в городе нужно оставить только одну бухгалтерию, которая эти деньги, и людей, специалистов, которые могут надзирать. Потому что вся жизнь в городе от городской власти, они просто это одеяло на себя тянут, не зависит. Потому что у всех ручное управление. Всех надо пинать, чтобы это, понимаете? Вот было бы больше доверия. Ну, проворовались раз, два, три, потом бы... У нас, понимаете, у нас кроме палки администрации есть огромное количество, значит, органов, которые могут тебя дубинами забить. И прокуратура, и следственный орган, и надзорные всякие, там, кого хочешь. Я на своей шкуре понял, что им только волю дай, из любого события уголовное дело можно состряпать. Поэтому... не надо критиковать. Их надо критиковать за то, что, значит, они во все дыры лезут, где им уже не нужно. Весной конкурс провел, раздал деньги за уборку сквера, улиц. Все, иди смотри, как это делается. А если бы еще выполнили то, что я просил и требовал, чтобы сегодня каждый житель города заключил договор прямой с водоканалом на воду, как это с энергией, электроэнергии, на тепло напрямую. Они делали заложником тех горожан, кто сегодня платит, те, которые не платят. И город из своего бюджета должен, например, миллиард платить. Тогда вообще бы никто, власть не нужна была. Просто ходить и смотреть. Утром, вечером, ночью, пешочком. Деньги распределил, конкурс объявил. А кому это все досталось? Тут асфальтика нет. Там цветочки не растут, сорняки одни. А тут вообще мусора навалом. Почему баки мусорные наполнены? Все. У тебя другой задачи нет. Все остальное не твое дело. Ты наемный руководитель. Когда человек едет на огромной машине с правительственными номерами и говорит, что я хочу, чтобы все видели, что я депутат, я думаю, понимаете, это... Ну, понимаете, вот я уже вам говорил, я в детстве уже заметил, чем посредственнее девочка, тем больше рюшечек. Тем меньше фраер, тем больше форса. Я хожу пешком и езжу на очень нормальной машине, у меня Ford Focus. И меня все... огромное уважение. Я прихожу в магазин, мне говорят: Сергей Михайлович, вы это мясо не берите. Оно уже заветрилось. Вот это уважение. За это я люблю свой город. Я никуда отсюда не уеду.